reminds me very much of Gulag Archipelago, describing by Solzhenitsyn, the Stalin's camp system in the 1930s in the Soviet Union. It is difficult to imagine that in 2014 this same kind of system continues to exist, in this case in Turkmenistan. We want you to listen and to remember and to act to stop this. We have privilege to have with us a person who survived this horrific place, and he's here to share with us his testimony, his experience in Ogaden Tepe. Muhammad Bayhanov now is free and safe. He's outside of the country, and we are very grateful that he has agreed to come forward, not be afraid, and speak out. Muhammad, the floor is yours. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я сегодня нарушаю молчание Туркменского гражданского общества, и я хотел бы свое выступление начать своего короткого стихотворения. Если кто поверит мне, опишу суть стихами. Если кто доверит мне, опишу мир слезами. Эти строки я написал, будучи в заключении ОДНДП. Но до ОДНДП туркменские власти меня арестовали 18 июня 2003 года, провели через все тюрьмы, которые есть в Туркменистане. В первую очередь я находился в следственном изоляторе КГБ. Сейчас это ведомство называется Министерство национальной безопасности Туркменистана. Потом прошел суд, закрытый суд, без адвокатов. В зале присутствовал только прокурор, судья и солдаты, рота конвоя, которые следили за мной, чтобы я не убежал. Я был в наручниках, мне дали 5 лет заключения общего режима. После этого в сентябре месяц этапировали известную тюрьму Тезжен. Там держали несколько месяцев, там помещали в карцер, там держали среди заключенных рецидивисты, среди убийц держали. Оттуда меня отправили в общую тюрьму, колония номер 12 в городе Сейди. Я там находился более года. Там у нас было 18 человек, политических заключенных. Именно я там начал борьбу против диктаторского режима. Организовал движение сопротивления. Участниками моего движения сопротивления были различные люди, солдаты, заключенные. И я через них смог информировать весь мировое сообщество о содержании политзаключенных, о насилии, которое применяла тогда власть Туркмении против заключенных, как избивали политических заключенных, как издевались над заключенными иноверцами, которые сидели по вине, что они какой-то приняли другую веру. Затем меня перевели в тюрьму «Черный лебедь» называется. Это в бывшем Советском Союзе было 2 именитые тюрьмы. «Белый лебедь» в Архангельске, а «Черный лебедь» находилась в городе Чаржов. Сейчас называется этот город Туркменабад. В этих тюрьмах держали заключенных, которые были приговорены к смертной казни. Во время Советского Союза КГБ в этих тюрьмах держала вот таких заключенных. Там, в этой тюрьме продолжалась моя борьба. Я продолжал писать о событиях, происходящих в тюрьме, о насилии опять офицеров над нами, группой ОМОНа, бесконечные шмоны утром и вечером.
о еде, которую нам давали, и специально кормили нас отдельно от других заключенных, и чтобы мы истощались и уходили из жизни раньше времени. Среди нас умерли 2 политических заключенных, я могу назвать их фамилии. Они меня просили, чтобы я, выходя на свободу, говорил о них. Это я сегодня вот перед вами хочу рассказать, что они, сказать, что они хотели тоже видеть свободу. Это фамилия одного из них Владимир Адов, другого Чари Таймазов. После этого нас, как только Ниязов умер, нас 6 человек, оставшихся политзаключенных, этапировали в ОДНДП. Это была последняя тюрьма, где я находился значительное время. ОДНДП находится под городом Ашхабад. ОДНДП специальная тюрьма, построенная самим Ниязовым для содержания политических заключенных. Там есть различные камеры, есть общие камеры, несколько человек держат. Есть камеры узкие, маленькие, и специальные камеры для политических заключенных, может быть, даже лидеров политических заключенных, я так считаю. Вот где я находился, у нас как-то было сообщение, мы узнали о движении в тюрьме. Как, наверное, вы читали многие, как пишет в своих рассказах Александр Дюма, как когда-то в французских тюрьмах держали людей и как они делали между собой сообщения. Голубки отправляли ночью, через решку получали люди письма, где кто сидит и каково его состояние здоровья и кто находится в карцере. Также возможность была у нас узнавать движение каждый день, что происходит в ОДНДП. Значит, мы узнавали о других заключенных, но, однако, узнать о тех заключенных, которые были арестованы по мотивам Санжара 25 ноября, мы не могли узнать. Я только видел их окна. Их окна были заварены железом. Они не могли дышать. К ним эта голубка не попадает. От них информации нету. Но, однако, мы однажды утром кричали, где-то 6 часов утра это было, перед тем, как объявляет подъем, мы кричали, кто там сидит. И оттуда отзывались люди. Они кричали тоже в ответ, что мы политзаключенные, арестованные по мотивам Санжар 25 ноября. Мы потом узнали, кто жив, кто нет. Но я об этом, кто жив, кто нет, не имею права говорить, потому что я не хочу делать больно людям, которые ждут своих родственников, надеются. Но хочу сказать, что условия содержания ОДНДП не позволяют человеку находиться там и выживать. Я думаю, что больше 2 лет человек не может выжить в таких условиях, потому что там в специальных камерах нет нормальной на чем спать. Там бетон, там место по тюремному нара называется, куда стелят там матрас, там нет матрасов у них. Их держали, практически они спали на бетоне или на железе. Вот. Зимой человек в таких условиях не может долго выживать. Я думаю, время придет, раскроется все, и мир узнает о правде, где находятся эти люди и почему их нету. Вот. Сегодняшний наш форум, я считаю, очень своевременным, чтобы продолжить давление на власть, который продолжает диктатуру Ниязова, который мучает народ, который арестовывает без оснований и сажает людей в тюрьму, уничтожает их частную собственность. Это то, что мы сейчас возобновили рассмотрение прав человека в Туркменистане, считаю очень своевременным, и дальнейшее мое мнение, чтобы оказать давление на диктатуру в Туркменистане,
надо бы начать рассмотрение жалоб политических заключенных в Комитете ООН по правам человека. Ведь ни одна жалоба еще не рассмотрена. Кроме меня люди вышли, они в Туркмении находятся, а я вышел за пределы, чтобы бороться и продолжить, и помочь открыть тайну судьбы этих без вести пропавших политических заключенных. И у меня готово заявление, чтобы подать в ООН. Я считаю, если начнется рассмотрение этих заявлений, то тайна сама по себе раскроется, и туркменская власть вынуждена будет показать и сказать, где находятся эти политические заключенные. И разрешите вас поблагодарить и ваших коллег, которые приняли участие в нашем освобождении. Нас было 11 человек политических заключенных. Благодаря моим письмам, благодаря той борьбе, которая была организована в заключении, были освобождены эти люди. В этом освобождении я хотел бы подчеркнуть участие дипломатов посольств Соединенных Штатов Америки и других стран, которые находятся в Ашхабаде, ООН, ОБСЕ, все организации, всех дипломатов, всех, кто участвовал в нашем освобождении, я благодарю и низко кланяюсь. Спасибо вам. Thank you very much, Dr. Mohammed. It is very important